Первая – это учитель, вторая профессия – это врач и судья. Именно эти три профессии большинство людей считает самыми важными, потому что лечить людей, учить людей и принимать правильные решения в спорных вопросах – это очень важно. Но сегодня я хочу вам предложить другую профессию, которую я считаю важнее этих трех профессий, важнее всех профессий на этой земле. Как вы думаете, как называется эта профессия? Эта профессия называется мама. Потому что именно мама объединяет в себе все самые главные великие профессии этого мира. И даже те профессии, которые я назвал, включают в себя мама. Первый учитель. Кто учит ребенка говорить первое слово, делать первый шаг, писать первую букву на бумаге? Именно мама. Кто лечит ребеночка в первую очередь? Кто находится с ним рядом каждую ночь, когда он плачет, когда ему плохо? Кто наливает ему чай с малиной? Кто делает ему массаж, когда ребенок капризничает? Кто не спит по ночам, переживая за ребенка и помогая ему выздороветь? Мама. Кто решает спорные вопросы, когда младшие со старшими дерутся, ругаются? Кому они обращаются за справедливым решением? К маме. То есть получается, мама, она и учитель, она и врач, она и судья. И я считаю, что мама – это самая главная, самая великая профессия на этой земле. Но, к сожалению, я считаю, что многие недооценивают эту профессию, это призвание, это предназначение, и относятся к этому, как-то, мама, получилось, вот есть дети, воспитаю, как смогу, да? То есть, чтобы быть учителем, чтобы быть врачом и судьей, люди учатся годами. Представьте, мы 11 лет учимся в школе, мы 4 года учимся в университете, чтобы познать азы профессии. Мы проходим стажировку, практику, мы читаем правильную литературу, книги, разные методики, да? Чтобы познать эти профессии. Но сколько книг мы прочитали про материнство, про родительство в целом? Сколько курсов, сколько тренингов, сколько университетов мы прошли, чтобы изучить самую главную профессию? К сожалению, у большинства это цифра 0. Поэтому я часто говорю, я призываю, давайте учиться, давайте познавать, давайте изучать новые методы, методики, инструменты воспитания детей. Давайте учиться быть хорошим, справедливым родителем. Давайте учиться быть ресурсно счастливой мамой, потому что только счастливая мама может воспитать счастливого ребенка. Именно этому мы учим на нашем курсе «Мама в теме». Быть в теме, быть в тренде, быть и современной, и стильной, и ресурсной, и жизнерадостной, и самой любимой, и самой любящей мамой для своего ребенка. Быть мамой-коучем, быть мамой-другом.